Здравствуйте! Сегодня мы находимся в историческом парке «Россия. Моя история», которому исполнилось 2 года. Действительно, 2 года – это, казалось бы, очень такой непродолжительный срок работы, да? Вместе с тем, то вот если посмотреть уже ретроспективу нашей деятельности, мне кажется, мы добились определенных позитивных результатов своей работы. Вот имея как основу мультимедиа-выставку об истории России, мы развили самые разнообразные направления работы. Мы стали таким центром общественного притяжения, центром проведения очень крупных мероприятий республиканского масштаба. Если говорить конкретно о цифрах, нашей общей посещаемости за 2018 год она составила около 112 тысяч человек. Это за 1 год. Проведено 109 мероприятий самого различного профиля, как культурно-массовые, так и образовательного плана, просветительского плана. Этот перечень мероприятий или тип этих мероприятий, они настолько разнообразны, что даже их перечислить невозможно. Можно структурировать эти мероприятия по направлению выставочная деятельность. Проведено 22 выставки. Это, первозданная Россия. Это выставки наших творческих людей, это выставки и художников, и фотовыставки, выставки патриотического такого свойства, рассказывающие о различных, может быть, даже и сложных периодах, через которые проходило наше Отечество. Это выставки и палеонтологическая выставка, как «Куда ушли мамонты», совместно с Академией наук и Русским географическим обществом. У нас простояло полгода и имела очень большой успех. Дело в том, что мы считаем, что должны реагировать на запрос общества. Есть потребность у молодежи, в первую очередь, у подрастающего поколения, восприятие информации немножечко в другом ракурсе, через электронные средства. Она должна быть очень интересная, она должна быть привлекательная. Как мы знаем, сейчас превалирует у молодежи клиповое восприятие, информации. То есть наша молодежь, она очень быстро ее усваивает, сильно долго не вчитывается, не всматривается, а она усваивает очень быстро, и перерабатывает этот поток информации. С этой точки зрения, эти выставки, они направлены именно на такое восприятие, Вам же приходится сравнивать выставки, которые изображения делают. Тут имеется в виду от Кидана до Ланко и фотовыставка, например. Как традиционные формы, выставок, они в принципе имеют право на жизнь, так ведь? Дело в том, что мы тоже их оживляем, можно сказать, То есть, если у нас идет фотовыставка, то это соответствующее освещение. Это всегда тоже творческий замысел, это высококачественные работы. Мы стараемся, насколько это возможно, использовать. Мы вообще сотрудничаем с самыми разнообразными организациями, общественными организациями, образовательными, социального профиля, и благотворительными, и так далее, и так далее. Мы должны раскрывать все аспекты нашей жизни. Жизнь наша очень богата, разнообразна. Люди должны узнать, какие люди с ними рядом живут. И поэтому мы, проводя здесь мероприятие, посвященное 75-летию создания Асавиахтим, первых прыжков с парашютом, прошли эти прыжки и наблюдали за прыжками. Это все-таки есть какое-то таинство, полет человека, тем более, когда это происходит, так празднично, с флагами России, Якутии. Поэтому мы взаимодействуем. Соглашение есть не только с образовательными учреждениями, есть с министерствами. С Министерством охраны природы мы подписали соглашение о совместной деятельности. Дело в том, что и выставка «Первозданная Россия», которая у нас проходит сейчас и в прошлом году тоже имела очень большой успех, без поддержки Министерства охраны природы могла бы и не состояться. И мы очень благодарны, потому что жители Якутии, я думаю, что такой выставки вообще не видели. Это полноформатные, такие шикарные фотоработы. И вообще узнать, что такое фотохудожник, была возможность у наших жителей, наверное, на этой выставке. Также мы договорились, допустим, о проведении
цикла мероприятий, направленных на экологическое воспитание, экологическое просвещение. Это же очень важно. А поэтому вот эти вот проекты, фотоконкурс «Край, который я люблю», или вот «Первозданная Якутия», да, который тоже мы на основе вот этого «Первозданной России» хотим реализовать, это как раз направлено на то, чтобы вот воспитывать наших детей в духе любви и уважения к своему родному краю, к своей родине. Парк, музей, который еще проводит квесты, при этом занимается образовательной деятельностью. Я вот просто не ожидал вот этого нумерации. Это настолько сложно заниматься этим. Основа нашей работы – это популяризация истории. Поэтому вот в дополнение к тому, что мы здесь делаем вот основные экспозиции, посвященные истории России, истории Якутии, что важно отметить, мы, конечно, должны проводить просветительские мероприятия по самым разным темам. Мы должны осмысливать эту историю, мы должны давать, как бы заинтересовывать этой историей, да, привлекать молодежь к тому, чтобы она задавалась вопросами о прошлом. Это важное направление нашей работы, это важная общегосударственная задача, потому что все-таки история – это часть национальной идентичности, вот, как и культура. В рамках подготовки мероприятий, посвященных 75-летию Победы, у нас целый ряд проектов реализуется. И это проект «Цифровой мемориал», это создание сайта специализированного, в котором мы аккумулируем материалы о воинах-якутянах, значит, приводим, и в этом вообще участвует все наше общество уже. Все улусы республики участвуют, присылают нам фронтовые письма. Мои коллеги, значит, закачивают это все на сайт. Это у нас есть вальс Победы. Это все вот в рамках одного большого проекта «Цифровой мемориал». Мы проводим мероприятия исторические, и уроки и для молодежи, целый комплекс мероприятий. У нас вот по крупным датам проводится комплекс мероприятий. Это когда вот проводим такие дни, да, это каждый человек для себя может найти что-то интересное здесь. Это либо квест, это либо там тематическая экскурсия, да, это либо, значит, фильм документальный или художественный, игровая, допустим, зона, это фото на память, значит, ну, в соответствующей амуниции, да. Вот. Это открытые лекции или открытый урок. Вот совершенно бесплатно для наших посетителей провели вот так показательные выступления вот служебных собак, да, которые искали там наркотики, оружие. Да. Это просто вызвало огромный восторг. Чем отличается все-таки парк, исторический парк «Россия. Моя история» от музеев города и столицы? Ну, это новый формат вообще музея. Дело в том, что все-таки в основе нашей работы лежит мультимедиа выставки. Да? Непосредственно такого артефакта, предмета, да, у нас ну, практически нет. Мы как музейное учреждение обязаны иметь фонды, и мы над этим работаем. Вот такое мультимедиа подача, да, она, естественно, привлекательна для жителей, для молодежи. Вот. Ну и кроме того, как я уже говорил, есть определенные возможности, ресурсы, да, и коллектив, и специалисты нашего исторического парка, они работают над тем, чтобы сделать вот подачу очень интересной для молодежи, для детей в первую очередь. Поэтому здесь проводятся и викторины, и квесты, и квизы, самые различные такие досуговые мероприятия. Потому что музей, современный музей, он должен быть такой открытой, наверное, площадкой, да, вот, которая должна быть привлекательная. В современном мире все очень быстро меняется, поэтому нужно успевать как бы вот тоже подстраиваться вот под аудиторию, под запрос общества. И мы, конечно, в какой-то мере находимся в выгодном положении, потому что у нас, ну, современное, так сказать, здание, да, современные возможности. Вот, поэтому я бы не сказал, что вот мы такие прям суперсовременные, а все остальные отсталые. Ничего подобного нет. Все музеи над этим работают. Я знаю директоров своих коллег, которые с утра до вечера, можно сказать, озабочены этим же вопросом.
как привлечь человека в музей, какую форму подачи материала, значит, предложить. Вот. Есть самые разнообразные, значит, интерактивные средства, которые сейчас используются. Конечно, есть определенные финансовые сложности у нас, но мы решаем эти вопросы, и коллеги тоже решают эти вопросы. А вот в день своего, ну, небольшого, так сказать, день рождения этого года, что бы вы хотели пожелать и работников парка, и музейным работникам всей республики? Все-таки, раз ваше день рождения, ну, наверное, касается всех коллег. Мне бы хотелось пожелать, конечно, всем своим коллегам успехов в той работе, которую мы проводим. Она очень интересная, разнообразная, конечно, порой непростая, потому что напряженность, так сказать, работы нашего графика, она порой зашкаливает. Но мы понимаем, что мы делаем общее нужное дело для нашей республики, для наших подрастающих поколений. Я бы хотел, чтобы наши дети, молодежь вот видели какие-то ориентиры в своей жизни, чтобы они делали правильный выбор, чтобы они достигали своих целей, успехов вот в том, чем они занимаются. И не только молодежь, все, кто трудится на благо, так сказать, общества, своей семьи. Вот я бы хотел пожелать благополучия, мира вот, всем. Это самое главное. И, наверное, посещать ваш парк? Ну, безусловно, я хочу сказать, что мы не останавливаемся на достигнутом, мы будем реализовывать очень интересные проекты. Вот. Поэтому приходите к нам, и вам всегда будет здесь интересно. Есть у нас задумки, проекты, которые развиваются очень активно. Поэтому я думаю, что в нашем парке не соскучишься. Вот. Добро пожаловать в исторический парк «Россия. Моя история». В историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска 19 и 20 октября пройдет 7-й фестиваль науки Якутии. Более 150 экспозиций научных учреждений, вузов, профобразовательных организаций, школ и учреждений дополнительного образования. Презентации новейших научных разработок, выставки, интерактивные игры, медицинская диагностика, показ научно-популярных фильмов, актовые лекции ведущих ученых Якутии. Посетителей парка ждут не только новейшие разработки в области робототехники, компьютерных технологий, но и мультимедийные экспозиции. Ждем вас в Якутском парке «Россия. Моя история» 19 и 20 октября на фестивале науки Якутии. Вход свободный, город Якутск, улица Уткина, 5.